Ну что ж, дорогие друзья, рада нашей очередной встрече. Предлагаем вашему вниманию очередной матч мужского чемпионата Республики Беларусь сезона 2021. С вами буду я, Ирина Жилыч, ваш комментатор на ближайший час-полтора. Матч между лидерами чемпионата, в общем-то, команды, которые однозначно будут претендовать на медальный подиум. И я думаю, что это будет интересная игра, хотя очень много разных, скажем так, новостей, событий, которые повлияли в том числе и на заявочный список ЦМОКи Минск. Я в прошлых трансляциях говорила, что в этом году ЦМОКи заявлены с самого начала чемпионата. Сделано это для того, чтобы, наверное, и больше интереса было к национальному первенству, и больше практики у молодых игроков. Дело в том, что у ЦМОКов в этом сезоне расширенный список и порядка 28 спортсменов. В ротации будут как молодые игроки, так и основа, которая, включая легионеров, выступает, в общем-то, в главном турнире. Для главной команды ЦМОКов это Лига ВТБ, и в этом сезоне добавилась еще Лига чемпионов. Я думаю, что против Гродно 93 возможно были бы заявлены и игроки из главного основного состава, но тут повлияла эпидемиологическая ситуация. Информация, в общем-то, открыта в доступе с официального сайта. Вы, наверное, уже знаете, что есть заболевшие в составе ЦМОКов, к сожалению, коронавирусом. Команда на карантине, поэтому сегодня в основном молодые ребята будут представлять ЦМОКи Минск против Гродно. Посмотрим, как они справятся с этой ответственностью и в то же время с этим шансом максимально проявить себя и удержать очки в этом матче. Ну вот старт игре уже дан. Пока владение у команды Гродно. Макс Шустов на Егора Потупчика. Егор Потупчик сейчас является однозначным лидером по результативности за сыгранные 3 матча. 19,7 баллов набирал он в каждой из 3 сыгранных матчей. Гродно провело их все с максимальным результатом. 3 победы, впрочем, так же, как и ЦМОКи. То есть по этому показателю команды равны. Тем интереснее будет сегодняшнее противостояние. Сейчас в таблице лидирует Рубон, но только по той причине, что на одну игру больше сыграно. Как раз перед этим матчем в 13:00 Рубон играл против РЦО Пазюшор, но результат был предсказуемым. Конечно, молодые ребята уступили. Ну а здесь не берусь спрогнозировать. Посмотрим, как будут события развиваться. Ну вот уже вторая атака в исполнении Гродно. Шустов атаковал из-за дуги не точно. То есть пока команды тут друг друга обстреливают с периметра, смогли на подборе забрать усилиями Паралева мяч. Есть еще возможность атаковать. Карацов на Паралева, Борисевич, Чумаков. Ну, вдали от кольца, и, в общем-то, время истекало. Тут уже на последней секунде был выпущен мяч. Но получается у Тимофея еще раз забрать для команды мяч. Даже не знаю, на чей счет сейчас будут записаны очки, на Войчик или Паралев. Посмотрим. Да, Паралеву записывают 73-му номеру этот мяч, добитый в кольцо. Ну, в общем-то, с ростом 208 для Тимофея не составило труда взлететь над кольцом и поправить мяч в кольцо. Ну вот смотрим на атаку горизонта. Сазонов, Каляев останавливается, улетает Паралев от него. Ну вот пока у Гродно не получается распечатать кольцо. Ну а здесь совсем уж такой казус. Борисевич общался в это время с тренерским штабом, а Карацов направил в его сторону пас. В общем-то, потеря. Еще по статистике, вот на момент, как команды уже какой актив смогли набрать, сказала о Егоре Потупчике, что он возглавляет пул лидеров по результативным очкам. Винокуров Кирилл в составе Гродно лидирует, ну, один из лидеров по набранным подборам. На первом месте Бишоп, там трудно с ним состязаться, 13 подборов.
у Гродно в этом показателе с 7 подборами Кирилл Чумаков. Ну а лидер по результативности Тимофей Королев. 18 очков за игру. В принципе, совсем близко он по тупчику располагается. Меньше очка разделяют их. Ну и по ассистам, вот Карацов, который сейчас был в проходе, но был накрыт Сазоновым, вот он лидер по ассистам, 7,7 передач. А у Гродно, казалось бы, в этом показателе должен был быть на первом месте Макс Шустов. Но роль лучшего пасующего пока у Андрея Навойчика 5,7. 4-0. 4-0 за неполные 3 минуты сыграны. И, как ни странно, Гродно пока никак не может раскрыться, начать забивать. Получается у Цмоков пока контролировать игру. И вот сейчас разбросались через периметр пас. Королев атаковал, но вот когда Тимофей отсутствует на подборе, там Карасевичу, в общем-то, никто не может составить конкуренцию. Капитан гродненской команды сейчас подбирает мяч. Ну и вот первые очки. Наконец-то Иван Каляев проходит. Тут хорошая командная игра была. Разыграли комбинацию. Не стали уже тут индивидуально ломиться к щиту. Сыграли командно. И вот первые очки. К тому же будет еще и пробитие штрафного броска. Не получается у Каляева 3 балла набрать в одной атаке, но тем не менее 4-2. Хорошо сейчас Королев на Чумакова сыграл, при том, что Чумаков, в общем-то, и сопротивлением бросал 2 защитника, но расправился со своими оппонентами, забивает. Сейчас Макс Шустов тоже в каком-то силовом проходе забивает 2 очка. Ну, я думаю, что у Гродно, конечно, претензии на победу определенно есть. И тем более, что это вечный оппонент. И никаких скидок на состав, на какие-то обстоятельства Гродно не будет делать для минского клуба. Очень издали приходится атаковать Борисевичу. Но посмотрите, при том, что Карацов заметно в росте уступал Сазонову, но вот вовремя не поставленная спина привела к тому, что сохраняет мяч команда Цмоков. Тот же Карацов атакует издали. И гродненцы таким быстрым темпом атакуют. Каляев под 45, буквально с одного паса от Шустова забивает. Ну и, в общем, выходит вперед. Плюс очко в середине первой четверти. Гродно, в общем-то, установили баланс, вошли в игру. Ну и вот сейчас будем смотреть действительно за таким уже организованным противостоянием. Навойчик проходил слева под 45. Каляев отправляется отдохнуть. На паркете, получается, появляется Максим Мирошниченко и Андрей Навойчик. Дойчин Алексей. Второй также точно, 8-7. Длинный большой пас на Сазонова. Ну вот, видим, как хорошее видение площадки и уверенное владение длинным пасом позволило Максиму Мирошниченко организовать атаку, буквально не сходя с места. Ну а Сазонов забивает легкие 2 очка. Ну, как бы звоночек для защитников Цмоков в этой ситуации. Не уследили за убежавшим игроком. Ну и, скажем так, пас тоже оказался возможен к исполнению. Королев с мячом. Борисевич. Ну, сложно, конечно, тут было технически выполнить. Мало пространства для маневра было для Чумакова. Ну, сам по себе элемент взаимодействия очень неплохо, но так вот нечеткое исполнение было произведено, поэтому атака не получилась. Хорошо, Карасевич, ну,
не забивает сейчас капитан гродненской команды. Прижали Чумакова, и, в общем, здесь на опыте наводчик выстроил оборону без нарушения и вынудил Королева сделать пробежку, потеря у Цмоков. Атака будет сейчас развиваться под управлением Мирошниченко. Максим Шустов в проходе, но здесь с Сазоновым немного столкнулись под кольцом. Как говорила ранее, и во время матчей финала 4 и предыдущих поединках наводчик Шустов и Потупчик – основное приобретение гродненского клуба в этом сезоне. Оба игрока перешли из Витебского Рубона, чем, конечно, заметно ослабили Витебский клуб. Но хотя по матчам, которые демонстрировал Витебск, уже спокойно перенес и тренерский штаб, и команда эти перемены. И, в общем-то, игра, кстати, очень радует у Рубона. Ну и здесь ребята, конечно, какую-то адаптацию прошли. Егор Потупчик, в общем, видим, что стал уже однозначным лидером и демонстрирует свои лучшие качества. Ну и Макс Шустов тоже уже нашел свое место в командной игре. Если посмотреть, как команды провели по 3 матча, конечно, не было пока каких-то серьезных проблем. И Цмоки, и Гродно во всех матчах одержали победы, причем с большой разницей. Практически в каждом матче были набраны, ну, что касается Гродно, в каждом матче больше 100 очков против Лубона, против Гродно, против Руора. И тут, в общем-то, только Гомель смог составить какую-то конкуренцию Цмокам. 84-66 была одержана победа во всех остальных играх. То есть это был такой формат без особого напряжения. Гейс сейчас пробивает штрафные броски. Ну вот тем интереснее будет этот матч. Видим и по счету, что я думаю, что не будет такого повторения разгромных матчей с большими разрывами в счете. Смотрим. Роман Мирошниченко, Максим с мячом. Возвращает на Шкаляеву на дугу. И Иван не добивается победы. Кстати, посмотрела статистику общекомандную. Хорошо сейчас Лебедев. Кстати, если вы успели схватить этот элемент, сейчас изменились немного правила при получении мяча. Если игрок получает мяч и при этом обе его ноги находятся в воздухе, он получает право еще на 2 полноценных шага. И многие игроки уже схватили суть этого нововведения и пользуются им. Это реально дает очень ощутимое преимущество, особенно, скажем, при быстрых отрывах под кольцом. По сути, ну, по-разному называют это, или 2,5 шага, или нулевой шаг. Достаточно долго привыкали к этому и судьи, и игроки, но вот те, кто овладели уже этим элементом, сейчас видели, как Лебедев за 2 шага, еще получив мяч в прыжке, тут преодолел, не знаю, наверное, метров 6,5 площадки. Каляев с мячом. Сазонов издали, 3-очковый. Точен Максим. 5 очков уже в активе у Максима к этому времени за 3 минуты до конца первой четверти. 12-12 на табло. Победа с мячом. Так, время на атаку тает. В итоге близнецу приходится атаковать очень издали и не точно. Но Лебедев хорошо здесь поборолся на подборе. Но и опять же вот включил свое оружие, мощные шаги, вырвался к кольцу. Забить не получилось, но 2 штрафных заработал. Если говорить о том, как дебютировала основная команда Цмоки в Лиге ВТБ, немного времени уделю этому. Начали ребята с победы, одолели с 5-очковой разницей Енисей. Была также сыграна игра с Зенитом
Ну, тут уже была победа, простите, проигрыш со счетом 104-73. Ну и вот по тем объективным причинам, которые озвучила в начале репортажа, несколько матчей были перенесены, отложены. Точно так же, как и в Лиге чемпионов, отложен матч в группе С, в которой выступает наша команда, а именно матч с греческим АЭКом. И 21 октября игра не состоится. Пожелаем всем скорее вернуться в игру. Также новости из ФИБА по поводу проведения матчей квалификации европейских чемпионатов 2021 года. По мужчинам определенность наступила раньше. Наша команда сыграет в Португалии. Знаете, что будет созданы своеобразные пузыри, где будут сыграны требуемые матчи. 21 ноября игра с Албанией и 26, простите, с Албанией, 28 с Кипром. Ну и, наконец, буквально вот на днях наступила ясность с нашей женской национальной командой. Местом проведения выбран Стамбул. И там 12 ноября наша команда встретится с командой Польши. Один матч у нас будет в ноябрьском окне, так как в нашей группе 3 команды: Англия, Беларусь и Польша. И вот домашнюю игру, которая должна была проходить в Минске, наша команда проведет на нейтральной площадке, а именно в Турции, в Стамбуле. Но это не помешает нам, конечно, поддерживать независимо от места проведения. Тем временем тайм-аут ЦМОКам удалось создать небольшой разрыв, плюс 5 очков, 17-12. Очень быстро совещались гродненские игроки. Минута 55 остается для игры в этой первой четверти. Владислав Близнюк с мячом. Давид Адиах с мячом. Близнюк хорошо здесь нашел промежуток между Высокими, Карасевичем и Каляевым, но все-таки не получилось забить. Ну а здесь Лебедев перекрывает мяч, но судьи все-таки посчитали, что был он еще до пиковой точки, то есть мяч еще взлетал, а не опускался по правилам. Если мяч прошел в самую высокую точку, независимо от того, какая была его траектория дальше, то есть был ли шанс попасть или нет, такой мяч считается засчитанным. Ну вот здесь Мирошниченко все-таки пытался оспорить судейское решение, но Лебедев, получается, чисто мяч остановил, но быстрый ответ от ЦМОКов. И Близнюк сейчас реализовал первый штрафной бросок. Смотрим за второй попыткой. Также точный Владислав. Шустов с наводчиком. Несмотря на все усилия, пока вот нет, вот сейчас Куратник, буквально одного шага не хватило на то, чтобы чисто войти в зону и получить мяч. В итоге потеря, и меньше минуты осталось на игру. Ну а в этой атаке вот посмотрим как. Ну здесь обкрадывает Романа Гестя опытный Шустов. Ну и к тому же остановить его в боковой удалось только посредством фола. По фолам у Гродно уже 5 фолов, уже лимит набран. У ЦМОКов 3 фола. Ну и в общем-то скатывается с дужки мяч после броска Шустова. Близнюк все-таки решил отдавать на партнера, хотя хорошо, в общем-то, сам и обыграл и высоко выпрыгнул. Возможно, стоило самому атаковать. Ну а здесь такой стратегический фол есть в запасе у ЦМОКов. Еще 2, но теперь уже одно
командных замечаний, которые не будут наказываться штрафными. У Гродно уже такой возможности нет. Малуйчик. С отклонением сейчас Андрей бросал, не забивает. И есть 10 секунд у Цмоков на то, чтобы создать ситуацию в нападении. Ну вот не самый лучший способ был выбран Владиславом накрытие трехочкового броска, и как следствие успевает Шустов занести мяч в кольцо, и при счете 19-12 отправляются команды на двухминутный перерыв между первой и второй четвертью. Небольшая пауза с тем, что очки были дописаны в актив Гродно, была связана с тем, что судьи удалялись посовещаться все-таки для того, чтобы удостовериться полностью, был ли бросок совершен до сирены. Да, пересмотрели момент. Сейчас эту возможность судьи имеют, в том числе благодаря компании Sport TV By, которая является партнером Федерации баскетбола. И все трансляции чемпионатов мужского и женского, которые вы имеете возможность смотреть из любой точки, как раз еще и вот есть такой сервис, как просмотр повторов в таких спорных моментах. Ну и, в общем, корректировка по счету 19-14 до записанные очки. Лебедев пытался тут работать в защите и забрать этот мяч. Шустов между Стубедой и Близнюком нашел зазор, но закончилось падением. Получает персональное замечание. Не следила, кто из гродненских, кто из игроков Цмоков, но первый командный фол в этой четверти. Избавляется от своего защитника Шустов, но не получается реализовать очки в этой атаке. Ну и уже Близнюк свою команду ведет вперед. Хорошо поднял обманным движением Лебедев, но все-таки защитник остановил, не было пространства для продолжения атаки. Сейчас Близнюк сыграл на Гесса, и Роман четко отправляет мяч в кольцо. 22-14. Ну и тут есть над чем Гродно задуматься. Я думаю, не ожидали они такого куража от молодежи из Смоков. И нужно искать способы тут что-то противопоставить. Дрюков корпусом сыграл Близнюка. Арбитры останавливают нападение, фиксируют фол для Дрюкова. Это фол в нападении. Ну, в общем, объективно этот фол имел место быть. Вводит команда Смоков мяч в игру. Хорошее наведение было через двойной заслон, но не удержал Роман мяч. Потеря, хотя комбинация
имела многообещающее начало. Но я думаю, что мы еще увидим взаимодействие. Дрюков снова так достаточно опасно переводит мяч перед лицом Лебедева. Но здесь Куратник на Дрюкова и не забивает Тимур мяч. Хотя, конечно, где-то может быть справедливо его. Ну, так, сомнения по поводу того, был ли фол или нет со стороны защитников. На площадке появляется 13-й номер или круг и возвращается в игру Сазонов. Близнюк второй уже подряд за Солнце с победой, но мяч уходит под лево на 45. Здесь Каляев такой блокшот ставит Стубеда, хотя, конечно, по росту уступает он Вадиму, но получается защищаться. Ну и в нападении пока Гродно тут не смог организовать что-то достойное, и мяч уже у Смоков. Давид Адиак. Стубеда против Каляева. Хорошо убрал Каляева, и хотя на помощь подоспел Карасевич, но получается у Вадима добиться успеха. И так нагружают его партнеры мячами. Хорошо сейчас отрабатывает центр Смоков. Тем более, что в защите противостоят ему очень опытные оппоненты. Очень добротный отрезок сейчас провел Вадим. — 24-14. 10-очковое преимущество имеет Смоки Минск. Вот такое начало матча. В общем-то, подбираемся к середине второй четверти. И пока Гродно не может нащупать способ изменить игру, склонить чашу весов в свою пользу. Но в основном за счет очень такой командной, очень нацеленной на результат игры Смоков. И с реализацией пока у Гродно не очень дела обстоят, но я думаю, что подключат весь свой опыт и подберется ближе. Посмотрим, как будут события развиваться. Лебедев очень заметен сейчас, Лебедев на площадке. И вот 3 очка — это скорее даже закономерность. Заметен он и в нападении, и в защите, но здесь, к сожалению, на Шустове фалит. Не успел, наверное, скоординироваться. Слишком далеко пришлось ему стартовать, чтобы перекрыть этот бросок. И в итоге у Виталия уже второй персональный фол. Шустов точен в первой попытке. Вторая также точно, и остается еще одна. Если будет максимум, то, в общем-то, атака трехочковая будет полностью реализована. Да, Макс забивает все 3 штрафных броска и дополняет и свой личный баланс. Смотрим, у Шустова уже 7 очков в активе. Сейчас он по этому показателю лидер в своей команде. Ой, хорошо, Стубеда поднял 2 защитников. Каляев с наводчиком поверили его обманному движению. И Вадим так спокойно после их полета забивает свои 2 очка.
Замена в задней линии у Цмоков. Возвращается Карацов. Владислав Близнюк отправляется отдохнуть. Шустов получает мяч. Ушел, не пошел на заслон от наводчика. Ну и неточная атака. Пока Макс так и расстроен, но, наверное, один из самых опытных игроков, который сейчас находится на паркете. Потому что мы еще увидим забитые мячи в его исполнении. Лебедев фиксирует пробежку. Судья, видно, большое желание было уже кратчайшим путем отправиться к кольцу, и вот лишний шаг все-таки проскочил Виталия. Каляев с мячом. Шустов. Хорошо Каляев отскочил на свободное место и забивает свой трехочковый бросок. Мы разобрались здесь защитники. Камусский Анастасия, Борисевич с мячом. И ответная атака из-за дуги. И наводчик забивает. Хорошо сейчас Алексей так обострил, взял на себя инициативу. Было нарушение под щитом. Смотрим. Да, Лебедев при подборе получает персональное замечание. Но так у Лебедева уже третье персональное замечание у Лебедева. Покидает он площадку. Ну, в общем, наверное, резонно, потому что ценность он представляет определенно, но с фолами перебор получился. Шустов здесь поборолся на подборе, как в роли центра поработал, и сейчас отправится зарабатывать свои очки с линии штрафа. 32-20, 12 очков разницы. Удается Цмокам удерживать преимущество более чем 10 очков. Вторая попытка. Нет, не точен Макс, но Каляев на подборе забирает мяч. Здесь явно, конечно, от рук Чумакова покинул мяч площадку. 9 секунд есть у Гродно на то, чтобы организовать свою атаку. Смотрим, какое будет взаимодействие выбрано. Крюков навелся на наводчика. Проход от Крюка, в лицевую. И, в общем-то, без проблем разобрались сейчас ребята из Гродно с защитой. Хорошо сыграли. Плодотворно провели команды тайм-аут, по крайней мере, очень так активно поработал с своими игроками Георгий Кондрусевич, тренер команды Цмоки Минск. 5,5 минут остается до конца второй четверти. Чумаков, наводчик. Заслон от Королева на Карацова, не пошел Карацов вглубь. Чумаков, даже при вот той сложной ситуации, которая возникла, пришлось бросать практически без прыжка с отклонением, но почти мяч был близок к тому, чтобы войти в кольцо. Ну а здесь Шустов следил за
линии. Все-таки так проконтролировал, за трехочковой ли он находится. Но вот, может быть, вот это и помешало ему забить. Наводчик в лицевую. И Карацов издали. Смотрим на подборе. Нет, на подборе не было и больших. И Королев уже находился далеко, и Чумаков. Но здесь поборолся Маринин и получил толчок в спину. И, соответственно, возвращается игра на половину гродненской команды. Я имею в виду, что будут они продолжать оборонять свое кольцо. Такое замешательство, не нашел свободного игрока, и тут же пропускают от Каляева, который, в общем-то, сам перехватил и организовал атаку, сам же и забил. Карацов на Чумакова. Здесь Шустов получает персональное замечание. Ну а так как бросковый фол, Королев отправляется пробивать. Простите, фол не бросковый, но 5 командных фолов Гродно. И, соответственно, 2 штрафных броска положены за такое нарушение. Точен при обеих попытках Тимофей. Ну и Шустов начинает атаку своей команды. Круг открывается. Нет пока возможности на кого-то из больших сыграть. Здесь Каляев, получив мяч, уже просто так в силовой манере в сопровождении защитника устремлялся в кольцо, ну и был остановлен фолом, будет пробивать 2 штрафных. Забивает Иван. 11 очков забитых на его счету, Шустова 8. Пока не столь заметен Потупчик, о котором сказала в начале репортажа, что он является лидером не только в своей команде по набранным очкам, но и в целом в чемпионате. 19,7 за игру. Но пока вот на балансе у Потупчика 0 очков. Королев в проходе против Максима Карасевича. Забивает Тимофей. Здесь быстрая атака, перевод мяча, без везения. Но пока Потупчик обрабатывал мяч и команда занимала позиции, получилось, что фол нападения совершает Карасевич. Карасевича это 2-е персональное замечание. У Макса Шустова уже 3, у Сазонова 3. Ну так, достаточно много фолов заработали гродненцы за первую половину. Быстро переходит мяч. Потупчик не стал обострять. Не было тут места для маневра. Ожидал Карасевич уже. Не знал, как освободить пространство. Ну, не понадобилось, в общем-то, тут от него ничего, потому что сфалил игрок Смолков, и Егор Потупчик исполняет штрафные броски. 2-й бросок не точен. Кстати, Гродно по показателю по штрафным значительно опережал те же Цмоки. 86 по итогам 3 матчей. Но вот в этой игре уже достаточно много промахов. У Гродно также по броскам с игры процент, ну, такой средний 43, а вот дальние броски, в общем-то, не идут. 24% по итогам 3 матчей. Увижу потом по 2 четвертям, какой показатель будет, но так пока, конечно,
невысокий процент. Видели мы, сколько промахов было у Шустова. Тем временем Борисевич выполнял штрафные броски. Оба были точны. 38-28 за 3 минуты до конца. 10 очков преимущества сохраняют Смоки. Ну, в общем, так получается у парней удерживать созданное преимущество. Круг с мячом на Потупчика. Здесь у Борисевича получается забрать у Егора, но вот все-таки не до конца обработал уже мяч, который Потупчик уже никак не мог достать. Все-таки потеря и 14 секунд на атаку гродненской команды. Ну, очень классная передача сейчас получилась у Карасевича. Сложно между игроками в пол, но хорошо сейчас Крука нашел этот пас, и Григорий забивает этот мяч. Хорошее было взаимодействие партнеров. И тем временем Близнюк похожий номер исполняет вместе с Королевым. Пас в пол, Тимофей забивает. Ну, только что это так сходу было сделано, в более свободном пространстве. Карасевич бьет с отклонением, ну и как-то вот подбор сейчас не организован у Гродно. Ну, от Смоки быстро отвечают, хороший пас на Королева. Набрали ребята ход и добавляют под конец второй четверти плюс 12. Ну и по скорости очень быстро переходят от защиты к нападению, не боятся вот отдавать такие смелые пасы через площадку. И здесь таким стабилизатором сейчас в своей команде выступил Навойщик, спокойно, с разворотом, не суетясь, забивает этот очень нужный матч. Все-таки под занавес второй четверти нужно удерживать. Ой, как хорошо сейчас Близнюк развернулся и забивает исход Навойщика. Ну, можно только поаплодировать в этом моменте Владиславу. Ну, уже что-что, ожидалось больше, наверное, даже пробежка, нарушение шагов. Ну, судьи усмотрели фол в нападении. Замены тут у команд. Давид Адиах появляется на площадке вместо Навойчика, а у Гродно вернулся в игру Каляев вместо Андрея Навойчика. Последняя минута во второй четверти. Так плотно Мирошниченко опекает Близнюка, ограничивает ему видимость. Здесь Борисевич ходит хорошо, на шагах ушел, не забивает Даниил. Приходится возвращаться в защиту, и здесь с угла Потупчик отправляет мяч в кольцо, поправляет свою статистику и ситуацию по разнице. 25 секунд остается до конца второй четверти. Достаточно времени еще организовать атаку, и еще ответ будет от Гродно, но тем временем фол от Каляева, учитывая, что 5 фолов набраны, это будут 2 штрафных. 44-35 смогли сократить гродницы отставание. Ну, вот сейчас, я думаю, Пролев все-таки статус-кво вернет. Да, забивает Тимофей. (45-35). Вторая попытка также точна. И замена. Вместо Карасевича появляется Шустов. И 17 секунд. Даже если Гродно полностью использует свое время. Ну здесь 24 секунды, да, я думаю, что будет разыграно полностью все оставшееся время. Не спешит пока Максим с атакой. Каляев здесь спокойно, разя в центр, проходит, забивает. Тайм-аут взяли Смоки. Я думаю, что для вот этих секунд
Очень интересно будет посмотреть, как за 1,5 секунды смогут ребята организовать атаку. Вбрасывание будет от уже с ближней части площадки. Я думаю, что сейчас Георгий Кондрусевич распишет какую-то очень быструю комбинацию. Посмотрим. Очень много таких ситуаций возникает в последние секунды. И всегда, конечно, у команд есть в запасе набор комбинаций, но если есть тайм-аут свободный, то не лишне, конечно, им воспользоваться и скоординировать действия команды на эти последние секунды. Все-таки вбрасывание из-за лицевой. Посмотрим. Что будет делать Королев? Королев, конечно, слишком высокая траектория получилась у Тимофея, но помешал защитник. 46-37. Ну, Тимоки более чем достойно продержались 2 четверти. Создали кучу проблем Гродно. И сейчас, после большого перерыва, будем смотреть, как Гродно будет эти вопросы, заданные Цмоками, решать. Ну что ж, не прощаюсь с вами. Ждем вас через 15 минут. Возвращайтесь и посмотрим вместе за второй половиной матча.
что ж, дорогие друзья, осталось меньше минуты до старта третьей четверти и второй половины матча между командами Смоки Минск и Гродно 93. На табло вы видите цифры 46-37. Очень здорово начали игру и, в общем-то, удержали и темп, и созданную разницу игроки Смоки. И сейчас посмотрим, как подопечные Дмитрия Кузьмина, проведя время в раздевалке и доразмявшись, перед второй частью игры смогут что-то противопоставить своим оппонентам, более молодым, более дерзким. Но наблюдать за игрой интересно. Я думаю, что вы видели много эффектных и эффективных моментов. Сейчас, пока вот секунды позволяют, быстро пробегусь по статистике. Первое, что бросается в глаза, что Гродно проиграл щит. Проиграли по общему количеству 26 у Смоков и 15 у Гродно, и при этом полностью проигран свой подбор после своих атак. 3 только подбора сделать смогли игроки Гродно и 7 подборов у игроков Смоков. По остальным показателям, в принципе, разница несущественна по равному числу ошибок, перехватов, по голевым передачам. Все буквально разнится на 1-2 пункта. Еще отмечу один показатель. У Смоков такое редко вообще увидишь в исполнении маститых команд, но 100% были реализованы штрафные броски, 16 попыток, 16 попаданий. То есть в этом компоненте сегодня максимум взяли от игры игроки Смоков. По остальным показателям ни одна из команд не выбралась из 50-процентного из экватора, по 39, по 25% попаданий. То есть тут явно есть возможность для усиления своей игры. Что ж, смотрим, как развиваются события. Сейчас смогли организовать атаку через Близнюка Чумакова. Забивает Кирилл. А здесь Григорий Круг с наводчиком. Пока в тени лидеры Гродно, ведет всю команду за собой Иван Каляев, 14 баллов набрано у него, у Дрюкова 0, у Потупчика 5 очков. А у Смоков Минск в лидерах по забитым мячам Тимофей Королев, он единственный пока вышел во второй, в двухзначные числа. В принципе, и основная пятерка, и скамейка хорошо добавляли от себя. Сейчас быстрый прорыв в исполнении Гродно. И видим, что разница, в общем-то, тут бодрее, эффектнее начали третью четверть игроки Гродно 93. Сейчас дальний бросок в исполнении Борисевича, не точно. Смотрим, там будет ли повреждение у Каляева. Нет, слава богу, все обошлось. Продолжит Иван игру. 48-41. Подсократили игроки Гродно разницу. Сейчас прорывается Григорий Круг к кольцу, доставляет мяч на Каляева. И здесь Иван с такого мощного толчка ногами, без использования дриблинга. В общем-то, там и места не было для дриблинга. Это уже не та ситуация, когда можно везение подключать. Забивает 2 очка, и у Каляева уже 18 очков на счету. То есть Иван тут отыгрывает по полной программе на максимуме и добывает львиную долю очков своей команде.
Смоки тут вполне закономерно взяли тайм-аут, потому что буквально на глазах стало растворяться преимущество. От 9 очков осталось только 5. Понятно, что тренеры хотят немножко подопечных своих активизировать. Но и вот сейчас Чумаков забивает. Персонально создал себе сам ситуацию без помощи партнеров. Шустов против Королева. Королев здесь перехватывает мяч, залетевший. И Близнюк прорывается, выводит на бросок Гести, но Роман не забивает издали, но здесь опять на подборе лучшими и первыми оказались игроки Смоков, и Близнюк забивает 3 очка. Восстанавливают такую разницу в счете, которая, в принципе, практически 2 четверти продержалась. Плюс 10 у Смоков. Наводчик в центре зоны, на Круга. Круг издали не забивает. Но Андрей тут пытался на Каляева мяч смахнуть. Забирают все-таки Смоки мяч. И фол дают Королеву. Хотя показалось, что пробежка была. Наказан Королев за нарушение. Второй фол у Тимофея. По фолам, была уже такая ситуация. Череда фолов прошла у Гродного второй четверти. И как итог у Шустова 3, у Сазонова 3, у Навойчика 3. То есть основная обойма игроков так слегка зафолилась. У Смоков ситуация получше. У Лебедева 3 фола, у остальных ребят по 2. То есть пока не критично. Но впереди еще практически 2 четверти матча, поэтому нужно осторожно расходовать этот ресурс. Карацов на Королева. Тут совершенно без опеки Королев остался. И хотя и с задержкой Карацов мяч передавал, но никаких проблем с атакой у Тимофея не возникло в этом эпизоде. Шустов на Круга. Круг прорывается в зону. И с угла Потупчик. Егор не точен, но наводчик сам не овладел, но подработал мяч. И Каляев его доставил уже своим защитникам. Наводчик в проходе забивает с фолом из-под Королева. И к тому же получает еще право атаковать. Дополнительный бросок с линии штрафной. Никто из игроков Гродно даже не отправился на подбор. Просто тут и совещание небольшое игроков было, не успели подойти. А наводчик не справился с задачей, не забил. Поэтому и подбора не было. Роман Гест хорошо, кстати, на опережение с одного шага бросил, не забивает, но Королев подоспел на помощь партнеру. А здесь Потупчик хорошо обострил, вытащил игроков на себя, ушел мяч в край. И только за счет фола была остановлена эта атака. Тем временем Потупчик отправился отдохнуть, Сазонов вернулся на площадку. Вбрасывание у Гродно из-за лицевой линии. Ну а у Смоков Роман Гест отправился отдохнуть. Наводчик Алексей вернулся в игру. Хорошо сейчас Лебедев скоординировался, смог такой тяжелый мяч спасти. Ну и Маринин после 2 пасов партнера из угла площадки. Ой, простите, Алексей Наводчик забивает. 8 очков уже в активе 9-го номера команды Смоков. 60-47. Отстроились сейчас свою игру, вернули в управляемое для себя русло. 60-47 это плюс 13 у Смоков. Ну вот пока у Гродно сложности, не могут они никак переломить ход этого матча. Несколько таких полукамбэков было совершено в начале второй половины, приближались на расстояние 5 очков, но буквально сразу же Смоки оторвались
снова, и Гродно приходится начинать все сначала. Макс Шустов выводит мяч. Близко опекает его Карацов. И сейчас мяч много попадает. Шустов, Сазонов, заслон от Каляева. Обошлось без фолов с обеих сторон. Пропускает Борисевич Сазонова в центр зоны, но не получается в самом сейчас у Гродно довести эту атаку до ума. Забирает Каляев мяч. Караулит Борисевич этот пас, но Гродно быстро получается перейти от нападения к защите. Досадует Потупчик, не получилась эта атака трехочковая. Можно было бы еще ближе подобраться по счету, минус 11 сейчас. Королев, Шагов, хорошо с разворотом полукруга обыгрывает Красевича. И у Тимофея уже 18 очков набранных в этом матче. Сазонов против Борисевича. На помощь Паралев. Без фола справились ребята. Ну, здесь Шустов буквально уже на исходе времени, отведенного на атаку из-под Карацова, добивается успеха с дистанции. Сложный бросок выполнял Макс, но на опыте добился успеха. 9 очков. Выбрались из 10-очковой разницы. Насколько долго сможет Гродно находиться в пределах этих 10 очков. Ну, вот здесь ошибка, недопоняли друг друга. Сазонов сместился глубже к углу площадки, ну а Каляев возвращал мяч на 45, и в итоге мяч покинул пределы площадки. И так же, как и сам Каляев, вместо него в игру вернулся Навойчик. Карацов на Диаха. Стубеда появился на площадке у Цмоков. Выскользнул мяч между рук у Навойщика. И вот эта атака дает возможность, нереализованная атака дает возможность Гродно еще подобраться. Все-таки тает время. Во второй четверти, в третьей, простите, остается сыграть меньше 3 минут. Сазонова вывели на свободный бросок. Но Макс не забивает, и подбор также остается за Цмоками. Лебедев не доставляет точно пас. Ну а здесь, смотрите, какой пас от Карасевича. Технически очень сложный дальний пас в пол, но находит он Потупчика. И в этой ситуации судьи засчитывают этот мяч, хотя был он прижат рукой защитника к щиту, но высшую точку уже прошел, поэтому 2 очка засчитаны, 62-53. Лебедев на Адяхе. Давид издали не забивает. Сазонов один, но уже не рискует бросать, тем более буквально с первого паса пересмотрел решение, хотя мне показалось, даже команда ждала сейчас от него атаки, но как бы то ни было, возможность для бросков сейчас есть с линии штрафных. Забивает Максим. 8 очков уже в копилке 69-го номера из Гродно. Замена. Покидает площадку Максим Шустов. Вместо него в игру вступает Григорий Круг. Ну, никак пока Гродно
облегчила себе задачу. Сейчас применяют зонную систему защиты. В общем-то, она сразу же помогает отстоять в защите. С быстрого отрыва забивает Потупчик. Ну вот такой эффект неожиданности, наверное, тут сыграл свою роль. Не сориентировались игроки Смоков. И 62-57. Снова 5-очковая разница. Тот минимум, который уже один раз фигурировал в этой четверти. Но посмотрим, как сейчас Гродный сможет ли еще больше продвинуться, еще меньше сделать разницу в игре. Карацов с мячом в атаке. Смоков, Роман есть. Смотрим, как будет разбивать зону игроки минской команды. Перегрузили левый край. Вернули мяч на правый. Остался Карацов, в принципе, один на правом краю. Но вместе с мячом вернулся в центр. Тут обострил. Но вот так атака закончилась. Застыл мяч на дужке кольца. Не получилось тут пасное выведение отдать. И Потупчик с разгона, да еще с лэмданком отправляет мяч в кольцо. Ну, психологически сейчас, я думаю, очень воспряли гродненцы, применив вот зонную защиту, смогли выйти из 5 очков, и даже уже 3 очка разницы. И пока вот у Смоков не получается взломать эту оборону. Есть тут, ну так, на грани. Хорошо защитник подставил руку, и мяч остался у Гродно. Это была бы еще дополнительная потеря. Здесь множественная замена у Смоков. Вернулись Карацов, Королев, Чумаков. Остались еще на площадке Навойчик и есть. Ну и здесь Алексей Навойчик сложным броском с защитником, но забивает. Тарасевич, Сазонов. Фиксирует судья заступ, что Максим все-таки при получении мяча заступил за боковую линию. 48 секунд остается сыграть до конца третьего периода. Кравцов расставил игроков. Нет пока перемещений, перегрузки, но этого и не нужно, потому что второй подряд бросок в исполнении Навойчика достигает своей цели. Ну, в общем, я думаю, я не открою для вас никакой Америки, когда скажу, что именно дальние броски – основное оружие против зонной защиты. Если периметр работает хорошо, то никаких проблем с зонной защитой возникнуть не должно. Здесь хорошо защищались игроки Смоков и смогли отстоять практически все отведенное на атаку время. 1 секунда 9 десятых на атаку. Гродно 93. Посмотрите, как сумел Андрей Навойчик без приземления атаковать из-за дуги. Если бы еще было взятие кольца, ну это, наверное, можно было бы записывать сразу в хайлайты не то что этой игры, а этого сезона. Но, к сожалению, не забивает Андрей. 3 секунды с половиной до окончания матча. Ой, простите, третьей четверти. Освободили Навойчика. Ну, сейчас Алексей
не смог поразить кольцо, но, в общем-то, его усилиями снова восстановилась разница в счете 68-59. 2 минуты у команд на то, чтобы подготовиться к последней четверти, проконсультироваться с тренерами, ну и немного восстановить дыхание перед тем, как начнется последняя итоговая 10-минутка. Возвращаемся в игру. Ну, не знаю, как вам, дорогие зрители, но игра имеет интересный рисунок. Непривычно, что весь поединок Гродно находится в лице догоняющего, в роли догоняющего. Подступается уже буквально близко. Тут же команда Цмоков останавливает положение. Ну вот осталось 10 минут на то, чтобы как-то окончательно определиться. Я думаю, что интересная концовка будет у этой игры. Сейчас Шустов пробивает штрафные. Первый промахивается. Вторая попытка достигает цели. Посмотрим, как сейчас, какая защита будет. Ну, да, та же зона. Далеко от периметра находится задняя линия. Оттуда, в принципе, атаковать сложно. И Близнюк сейчас заходит под высокого Каляева. На пролет возвращается. Приходится Тимофею самому находить путь к кольцу. И он его находит, забивает из хороших шагов. 20 очков на счету Паралева уже в этом матче. Здесь Каляев быстро отвечает. Через руки забирает мяч, доставляет в кольцо. У Каляева также 20 очков на счету. Такая дуэль своеобразная между Паралевым и Каляевым в этом матче состоялась. Наводчик не стал атаковать. Гесть идет в проход, и Каляев нарушает правила. Ну, второй способ, вот, кстати, взломать зону, это обострять после того, как немного растянуть защитников, ну, не дать им скучно стоять в зоне. Сейчас получается это сделать у команды Цмоков. Есть забивает свою первую попытку со штрафа. — 72-62, те же 10 очков за 9 минут до конца игры. Каляев забивает Иван. Никто не вышел, не разобрались как-то в защите, оставили свободным 21 номера, и наказывает за эту халатность Каляев минскую команду. -7. Здесь обошлось без замечаний, но так, оба игрока оказались на паркете. Каляев подбирает. Близнюк идет в контакт, останавливает эту атаку по фолам. Ну, Близнюка третий фол получает Владислав.
Заминка на площадке. Обратил внимание Вячеслав Близнюк на то, что осталось необработанное место в краске под щитом. И правильно делает, потому что когда игроки полностью сосредоточены на игре, очень обидно будет получить травму, связанную как раз с влажностью паркета, поэтому вполне оправданная пауза. Но тем временем Макс Сазонов издали. Каляев очень так агрессивно забирает мяч. Здесь Сазонов атаковал практически из-под щита, не забивает. Ну а здесь Андрей Навойщик после паса Григория Крука забивает. Хорошо вошел в зону, спокойно, размеренно. Тут Андрей уже не первый раз выступает таким вот балансом и успокаивающим элементом. То есть вот самые нужные мячи доводит до реализации. 72-67, минус 5 сейчас. И защищались без фола. Атакует сейчас гродненская команда. Близнюк практически заработал еще один фол, но все-таки корпусом не поддался. Но, возможно, поэтому Круг и просочился. Далее забивает Григорий 2 очка. Минус 3 очередной камбэк. Ну, почти, скажем, полный камбэк — это уже когда ничья. Есть атаковал. Я думаю, что тем самым просто спасал партнера от нарушения правил 3 секунд. Чумаков упал в зоне, пока он поднимался. Был действительно большой риск получить свисток от судьи. И я думаю, что не самая выгодная позиция была у Гестя для атаки, но выбор был такой: либо судья остановит игру, либо все-таки атаковать сходу. Фол Алексею Навойчику. Смотрим по фолам. Второй фол Алексея не критично. А у Тимоков сейчас 3 командных замечания за 6, практически за 7 минут до конца последней четверти. Шустов с мячом. Атакует Макс с одного удара. Но Андрей Навойщик на месте, отработал на подборе, забивает. И минус 1 очко. Растерял всю разницу низкий коллектив. Близнюк сейчас проходит. Недолго продержалась минус 1, но все-таки видно, что такой напор у Гродно есть. И сложно сейчас будет выстоять с Тимоком, но посмотрим, как у молодых ребят получится все-таки удержать этот матч. В сложной ситуации сам себя завел Близнюк. Ну а здесь Потупчик в единоличном проходе, быстром отрыве забивает слэмданком. И у Потупчика уже 18 очков на счету. Обозначились тут лидеры: Каляев, Потупчик. У Каляева 23. Навойщик от 45 слева. Помним серию в третьей четверти от Алексея. Вот сейчас не получилось атаковать. Ну, здесь организовали такой междусобойчик. Не смогли тут довести мяч до кольца. Хотя все, в общем-то, сделано было неплохо. Заградил Навойщик корпусом защитника от Егора, 55-го номера, но не забивает Егор. Хорошо сейчас защищался Андрей Навойщик и зарабатывает фол Паралев. 4-е замечание, в общем-то, на грани. Тимофей находится еще 5 минут с небольшим играть в 4-й решающей четверти. По своей роли, ну, не знаю, невозможно переоценить участие Паралева. 20 очков сейчас в его активе, и, конечно, он очень нужен команде. Но сейчас справедливое тренерское решение оставить его пока вне игры. Отправляется Тимофей отдыхать, заменяет его Чумаков.
На очень хороший пас. Ну, вот, видно, что сыграна команда, хорошее взаимодействие, вот, вовремя выходы в зону, предложение себя. В общем-то, вот этим и в финале 4 отличались гродненцы. Справился с этой трудной ситуацией, в которую попал Григорий Крюк, мяч сохранил. Вообще по потерям очень хорошие показатели были, немного потерь. Ну, вот сейчас совершенно обратный пример, но тем не менее достаточно экономно вели себя игроки Гродно в плане вот, ошибок. Сейчас, конечно, у Цмоков намного больше брака в пасах и в индивидуальных действиях. Ну, возможно, не в последнюю очередь за счет этого сокращена разница, но основной задел, конечно, был сделан в защите. Сменила система обороны и вот позволила Гродно подобраться. Кравцов тут сумел выхватить мяч без фола у Шустова. Ну, не выхватить, но, по крайней мере, помешать броску. Судейского свистка не прозвучало. И атакует низкая команда. Чумаков с Борисевичем. Хорошо открывался Чумаков, но не получилось у Борисевича отдать ему передачу. И тут же Потупчик, как будто и не было практически всей игры позади, быстро оказывается под кольцом. Уже который прорыв в исполнении Егора. Перебегал он целиком всю пятерку сейчас Цмоков. Не успевают ребята возвращаться за ним, но и как результат вперед выходит Гродно. Наконец-то переломили вот эту всю тенденцию матча, вся гонка преследования. Ну, надо отдать должное гродненской команде, они отрабатывали, сокращали разницу, потом Цмоки отбрасывали их назад, но вот так упорно раз за разом Гродно возвращались и, в общем-то, за 4 минуты до конца матча добились своего, плюс 3. Ну, а у Егора Потупчика уже 18, хотя по моим представлениям должно быть 20. Сейчас посмотрим, внесут ли коррективы судьи, работающие за столиком. Ну, возможно, я ошибаюсь. Но в любом случае не суть даже в набранных очках, а в том, что именно усилиями Егора сейчас куются очки. Ну, конечно, вся команда на это работает и в защите. Ну, в общем, не знаю, как вам, но мне концовка этого матча доставляет удовольствие. И интересно будет все-таки узнать, кто станет победителем в этом матче. Лебедев с мячом против Навойчика. Обыгрывает он Андрея с широким зашагиванием уходит от обороняющегося. И минус одно для Цмоков. Здорово сейчас смотрит поступчик, взрывная скорость, быстро уходит на шагах от обороны. И, в общем-то, тут либо надо давать все-таки дистанцию изначально, или помогать кому-то из партнеров, потому что мы видим, что Егор, в общем-то, особых трудностей в том, чтобы кратчайшим путем пройти к кольцу, не испытывает. Но вот не забивает он один из штрафных, плюс 2 для Гродно и 3 минуты до конца игры. Владислав Близнюк с мячом. Заслон от Чумакова, не приведший к размену. Ну а сейчас здесь получается отработать в защите от колена Близнюка мяч покидает площадку. Шустров с мячом. Не спешит Макс. Выводит на бросок. Но тут уже о броске, конечно, речь не пойдет. Тяжелый пас для обработки. И
тоже заступ в исполнении наводчика. Мяч придется отдать ребятам из Смоков. И новая атака 76-78. Плюс 2 для Гродно. Вот здесь задняя линия пока запутывается в своих передачах. Потупчик расшатывает Азиаха во все стороны и доставляет мяч на Каляева. Каляев зарабатывает для себя право атаковать с линии штрафного. Ну, немного собраннее, концентрированнее смотрится сейчас Гродно. Конечно, не допускает ошибок, хотя в предыдущей атаке тоже не лучшая была передача на наводчика, потеря. Но вот в этой атаке сейчас посмотрим. Новички практически без подготовки бросает Каляев, ну и, в общем-то, и не забивает. Такой скоростной бросок произвел Иван. Смотрим за второй попыткой. Очень нужно сейчас очки. Вторая попытка достигает цели. Заслон от Чумакова. Не доходит мяч до наводчика. Перекрыты были эти пасы. И Гродно за 2 минуты до конца атакует при 3-очковом преимуществе. Широко играют гродненцы. Обходятся без заслонов. Здесь Каляев именно в индивидуальном проходе, но не получается у Ивана. Потерял равновесие. Наводчик на Лебедева. Не забивает. Ой-ой-ой, будет. Посмотрим, как этот фол будет оценен судьями, как не квалифицируется этот фол как неспортивный. Но так как у Смоков уже выбран лимит командных фолов, то будут выполняться штрафные. Ну а тем временем у Лебедева 4-е персональное замечание. Судьи отправились все-таки пересмотреть эпизод. Ну, вот с моего комментаторского места все-таки казалось, что ну, не буду забегать вперед, пусть судьи определят, будет ли этот фол неспортивным. Судьи приняли решение, возвращаются. Да, фол все-таки определяется как неспортивный, а будет пробитие штрафных бросков, и владение останется у гродненской команды. Все это, конечно, создает огромные сложности для Смоков. Очень обидно будет отпахать всю игру, продержаться и в конце матча все-таки упустить победу. Но сейчас преимущество и психологическое, и игровое, да, я бы сказала, и физическое по кондициям на стороне Гродно. Забивает Максим Шустов первый бросок. Во второй попытке также точен, и за минуту 45 81-76 плюс 5 и плюс атака у гродненской команды. Круг обостряет. Каляев помогает заслоном. Шустов издали. Такой жестковатый бросок получается у Макса, неточный. Ну а здесь без фола тот же Шустов смог обобрать защитников Гродно, исправляется за свой промах, забивает после перехвата. И так незаметно. И Макса Шустова уже 15 очков на счету. Здесь нарушение со стороны Григория Крука, но для Гродно это абсолютно не критично. За эту четверть они насобирали всего лишь 2 командных фола, включая вот только что случившийся. Поэтому есть еще у них 3 замечания на то, чтобы в нужные моменты использовать без пробития штрафных. Чумаков на близнюка.
фол Каляеву. Единственное, что может здесь быть тревожным, это, допустим, перебор персональных фолов. У Каляева это третий, но я думаю, что для отрезка в 1 минуту 11 секунд этого запаса достаточно, чтобы удержаться до конца матча на площадке. Фол арбитры фиксируют, обоюдный. Сейчас посмотрим, как это будет с судьями расценено. Карацов сейчас отправляется пробивать штрафные броски. Карацов приготовился пробить, но судьи определяют, что сбоку показано было, что фол умышленный. Переменили. Я, простите, неправильно считала жесты судьи, не обоюдный фол, а умышленный, но трансформировали его в обычный фол и простое введение мяча сбоку. Близнюк проходит между защитниками. Ну что ж, последняя минута матча. Ничего не ясно, все возможно. 78-83, плюс 5 у Гродно. Спокойно, не обостряют сразу после выведения игроки Гродно. Вдалеке от кольца держится Шустов. Я думаю, задача максимально использовать секунды на отведенные для атаки время. Ну и посмотрите, как вот на классе Шустов на последних буквально секундах забивает 2 очка. Что здесь будет для Каляева? Я думаю, что все-таки фол. Четвертый. Да, четвертый фол. И пробивает Близнюк 2 штрафных. Ну что ж, в очень сложной ситуации оказались ребята из Цмоков. 78-65. Даже при точной реализации 2 бросков останется 5-очковая разница. Видели мы, что Гродно забирает все свои секунды на атаку, тем самым лишая возможностей временных успеть ответить минскую команду. Я думаю, что та же стратегия и останется. Фалить безнаказанно уже не может ни та, ни другая команда. Но, возможно, именно фолами и воспользуются игроки, чтобы сокращать время на атаку. Посмотрим. Все-таки мало очень времени для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Хотя бы минута нужна была бы для вот такой 5-очковой разницы, чтобы ввязываться в игру фолов. Я думаю, замысел был не забить. Но это тот случай, когда вот не хочешь забить, оно все равно попадается. То есть по траектории броска было похоже, что все-таки идет наброс на дальнюю дужку, чтобы заработать подбор. Но вот сокрушается Владислав Близнюк. Ну, тут что уж сказать, показатель мастерства. Так говорят про мастеров, что мастерство это не тогда, когда хочешь попасть и забиваешь, а тогда, когда не хочешь попасть и все равно забиваешь. 80-85, 35 секунд до конца поединка. Тайм-аут для команд. Так, ну что ж, вбрасывание у Гродно для Гродно из-за лицевой. Посмотрим, будут ли фалить сразу же при получении мяча игроки Цмоков. Вполне возможно. Но уходят от своих оппонентов. Буквально даже не успевают приблизиться защитники на то, чтобы... Ну, а может быть и нету этой тактики на нарушение. Ну, посмотрите, разбросали. Просто мастер-класс дали игроки Гродно на то, как сохранять владение мяча без фола. Они забивают, но и время использовано. 16 секунд остается у Цмоков на атаку. Тут замешательство было у судей, как расценить вообще вот этот эпизод.
Замер Шустов на полу в ожидании свистка. В итоге фол в нападении дается Карацову. Это как раз единственный случай, когда при 5 командных замечаниях не пробиваются 2 штрафных, поэтому мяч вводится из-за боковой. Ну а здесь Владислав Близнюк нарушает правила. 4-й фол для него. И Шустов отправляется на линию штрафного. Ну, в общем-то, надо отдать должное Максу. Фактически концовку матча сделал он. Вот этими грамотными действиями нападения, когда забивал самые нужные мячи для своей команды на исходе времени, отведенного на атаку. Не так уж шла игра у Макса в первых четвертях, по крайней мере, но в итоге заканчивает эту игру он с 18 очками, но и с тем, что действительно очень грамотно разыграл все карты в самые нужные моменты игры. Чумаков, в общем-то, все сделал, но Халяев успевает. И звучит финальная сирена. Ну что ж, отличная игра была, боролись. Гродно показал, как нужно терпением и упорством достигать результата, казалось бы, в игре, в которой масса сложностей возникала. Ребята из Смоков тоже очень классную игру показали, командную, очень, в общем-то, так обнадежили и зрителей в своем домашнем зале, и тренерский штаб на победу. Не удалось, конечно, доиграть и удержать этот матч, но я думаю, что однозначно эту игру они могут записать себе в актив. Ну, а гродненских ребят поздравляем, молодцы, выстояли, дожали и очень так достойно продержались весь этот матч. Ну что ж, благодарим организаторов трансляции, команду Спорт ТВ БАЙ за организованную трансляцию матча. Благодарим команды за хороший добротный баскетбол. Ну и вас, дорогие друзья, за то, что уделили время, за то, что присоединились к баскетболу. Ждем вас на следующих матчах чемпионата Республики Беларусь. С вами была Ирина Жилач. Всего наилучшего. До свидания.